Мало кто из детей любит говорить о безопасности. Чаще всего они отмахиваются от своих родителей, говоря о том, что мы и так все прекрасно без ваших советов знаем, мы самые умные. И поэтому многие из них очень сильно удивляются, что когда обнаруживают, что тренинги школы безопасности вызывают у детей живой интерес. И мы рады представить вам руководителя этой школы безопасности «Стоп угроза» в Якутске Алену Пестрякову, а также социального педагога этой же школы Сардану Петрову. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Для начала расскажите, пожалуйста, что из себя представляет школа безопасности «Стоп угроза». «Стоп угроза» – это тренинги для детей о безопасности. Это именно та безопасность, с которой ребенок сталкивается ежедневно. То есть он, когда выходит из своего дома, доходит до школы, да, возвращается обратно. Это та безопасность, с которой ребенок сталкивается, когда выходит в всемирную сеть. Там тоже его могут поджидать опасности. Да? О какой опасности вы говорите, когда он выходит за пределы своей квартиры? За пределы своей квартиры. Например, вот он идет, закрыл дверь, да, идет. И может быть такая ситуация, к нему может обратиться взрослый человек за помощью. Ага. Да. И что должен сделать в этом случае ребенок? Мы с ребенком обязательно обговариваем этот алгоритм действий, что они должны сделать. И тут есть золотое правило всех, негласное правило всех взрослых, да. Взрослый воспитанный человек никогда не обратится за помощью к постороннему ребенку. Да. И ребенок в этом случае, на самом деле, он должен либо проигнорировать эту просьбу, либо сделать вид, что он не слышит, и пройти дальше. Не вступать в разговор. Не вступать в разговор. Это очень важно. Почему? Потому что под видом человека, который вот, просит просьбу, да, может скрываться человек, который вот, хочет что-то сделать нехорошее именно для ребенка. И это очень важно, потому что бывают случаи такие, да, и они довольно частые, когда под видом... Похищение. Да. Именно и случаи педофилии, они тоже вот, бывают именно под такими предлогами помощи. Да, и очень часто детей уводят из людных мест, вот, и ребенок не знает, как реагировать. Он Как раз вы этому учите. Да, потому что наши дети сами по себе, ну, дети Саха малоэмоциональные, да, они, менталитет у них такой, они скованные, скрытые, поэтому наша первая задача правильно реагировать, правильно говорить, какие слова, да, ну, мы сейчас можем их выговорить, то есть высказать. Это значит привлечь как можно больше внимания к себе. Кричать. Кричать, и именно что кричать? Помогите, я не знаю этого человека. Если мы будем кричать «я не пойду» или просто хныкать «я не хочу», просто взрослые многие Думают, что это воспринимают как капризного ребенка. Как капризного ребенка, не того ребенка, которому надо помочь, надо подойти, а ну, он просто не слушается, он просто капризный. Очень много случаев таких. Ну вот вы сейчас сказали о замкнутости, да? Да. А как вы раскрываете детей, вот, чтобы они вас слушали? Ну, путем тренинга, опять-таки упражнений, и мы советуем самим родителям, да, раскрепощаться тоже. Если говорим, вот вы, как родитель, сейчас вот можете, ну вы в силу своей профессии, возможно, это умеете, но мы, многие, не можем, стоя в очереди, да, в маркете любом, запеть, там, громко сказать или всех поздравить с Новым годом. Я боюсь, увезут. Вот. И вот это вот то чувство, которое нас удерживает, тоже делает с ребенком, когда с ним заговаривают, когда его берут за руки и ведут, когда говорят: помоги мне достать там котенка, потому что у меня рука большая, у тебя маленькая, ты сможешь. Ребенок понимает, что нельзя. Ребенок 1000 раз это слышал, миллион раз знает, но он идет за ним. Он плачет, он боится, но он идет, потому что ему неловко отказать взрослому, ему неловко закричать, ему кто-то боится. Мы когда спрашиваем, почему ты это, реальный случай, почему ты с ним пошла, когда к девочке подошел мужчина и взрослый, и говорит: я тебя видел, ты идешь в школу. Они вот заговаривают, если ребенок заговорил, да, это уже крючок. Все, дальше ребенка уже как угодно. А с какого тогда возраста надо начинать? С 3-4 лет уже родители, да, уже дома должны вести беседу, что есть безопасные места. И наша ошибка родителей в чем? Мы сразу говорим, сами учим. Дети это не воспринимают. Если мы спросим: по твоему мнению, какое место безопасное?
И тут ребенок задумывается, а какое место? Сейчас они отвечают, это подъезд, это чулан, это за гаражами я могу спрятаться. Совершенно те места, которые опасные, наоборот, они называют. А на самом деле безопасные места — это те места, где много людей. Любые места, где много людей. Это куда А можно вот что у вас за плакатик вот там? Да, конечно. Это вот наш плакатик. Такие плакаты мы сейчас вот во всех школах нашего города стараемся разместить. Да? Это вот подсказка для родителей, куда они могут обратиться за нашей помощью. Вот. Сколько длится тренинги? Это какой-то определенный курс там или вот одного урока достаточно? нет. Одного урока на самом деле недостаточно. Да? Сейчас мы ходим по школам, проводим занятия. По продолжительности всего 45 минут длятся. Сейчас мы находимся в поисках помещения для того, чтобы проводить тренинги. Так, и будут они по продолжительности где-то 90 минут уже Спасибо на нашей территории. Большое, очень интересно. Ну а с нашими дорогими телезрителями мы прощаемся. Желаем всего самого доброго.